Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ежегодной Всероссийской демографической конференции «Россия. Большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, а также институтов гражданского общества и средств массовой информации. По его словам, этому должны быть подчинены планы, проекты и инициативы в самых разных сферах – социальной политики и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике, культуре и благоустройстве. К концу мая в Назрани модернизируют парк имени Карцхала Мальсагова. Работы проведут в рамках нацпроекта «Туризм и развитие индустрии гостеприимства». По инициативе главы Назрани Урусхана Евлоева на территории парка будут реализованы 4 грантовых проекта. Установят модельную библиотеку и информационные стенды с историей Назрани, заменят скамейки и урны, установят качели. Работу по замене освещения, озеленению территории и очистке уложенной брусчатки муниципалитет взял на себя. На время проведения ремонтных работ парк будет закрыт. 26 апреля пройдет 6-я международная акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Его участниками могут стать все желающие. Проходит он в формате тестирования очно и онлайн. Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции. В республике 26 апреля откроют 63 площадки для проведения диктанта. Его будут писать в музее 100-метровой башни Согласия в Магасе, Горском кадетском корпусе, Ингушском госуниверситете, мемориальном комплексе памяти и славы в Малгобеке, Доме юнармейского движения и образовательных организациях. Минцифры России готовит законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны, которые инициируются роботами, заявил глава министерства Максут Шадаев. Как отметил Шадаев, у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планируют запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами. Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлицы заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица от 20 до 100 тысяч, юрлица от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Всероссийскую акцию «Сад памяти» в 2024 году власти Ингушетии посвятят обороне Ленинграда. В рамках акции планируется высадить сотни саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Свой вклад в спасение ленинградцев внесли и ингуши. 30 уроженцев Ингушетии воевали в военных частях, входящих в состав Ленинградского фронта. 7 из них была присвоена награда «Медаль за оборону Ленинграда». Одна из них – наша знаменитая землячка Асият Тутаева. В своем телеграм-канале руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов отметил, что в память об этих мужественных людях, не жалевших своих жизней в борьбе против фашизма, в городе воинской славы Малгобеке будет посажено 500 саженцев клена и ясеня. Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность, сообщила пресс-служба министерства. Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией «Биокат», уточнили в пресс-службе. Всемирная организация здравоохранения присвоила препарату против болезни Бехтерева международное непатентованное наименование Сенипрутук. Под этим названием будет распространяться информация о препарате среди медицинских и фармацевтических работников в любой точке мира. Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет. Подготовлены соответствующие поправки в Уголовный кодекс России, сообщил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Как пояснил Пискарев, до 35 лет лишения свободы вместо 30, как предусмотрено сейчас, предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям. Кроме того, по словам председателя комитета, предложено ужесточить наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды до 5 лет лишения свободы.
Мошенники перед началом майских праздников начали рассылать фишинговые письма от имени продавцов бытовой техники. Мошенники рассчитывают манипулировать людьми в сезон крупных покупок. Письма оформляются преступниками в корпоративном стиле ритейлеров и содержат промокод на скидку 50% на любые товары магазина с бесплатной доставкой. Для жертвы в письме оставляется кнопка «Использовать промокод». Она ведет на один из поддельных сайтов ритейлера, которые бывают сложно отличить от оригинала.